Недалеко от ботанического сада, окруженное соснами и пальмами, возвышается красивое здание железнодорожной станции ГУМА. Несколько раз она сменяла наименование: Ботанический сад, Бараташвили, Баратов. В 1940 году здесь построили Бельведер. Бельведер – это сооружение, здание, башня, беседка, из которого открывается живописный вид. Он представлял собой прямоугольный павильон с арочной галереей, украшенной фигурными колоннами. Бельведер расположен на возвышенной площадке, к которой с обеих сторон поднимаются широкие лестницы. Торжественное открытие платформы состоялось в конце 1940 года, до Великой Отечественной войны, а спустя 9 лет здесь построили уже красивый павильон в стиле сталинского ампира. Авторами проекта явились два архитектора – Почепцева и Викилова. В 1947 году пресса писала, что в конце улицы Ленина, возле Ботанического сада, сооружена остановочная железнодорожная платформа для пассажиров. Красивый открытый павильон, облицованный белым камнем. Раньше у входа в здание были устроены с двух сторон фонтаны. По обеим сторонам главной лестницы рассадили декоративные деревья и кустарники. В левом и правом крыльях павильона расположили кассы, служебные помещения, камеру хранения ручного багажа, буфет, зал ожидания. На строительство павильона было отпущено 1 000 000 рублей. Для того времени очень большие деньги. В 1948 году закончили сооружение подпорных бетонных стен, облицованных серым гранитом. Была построена железобетонная платформа вдоль Ботанического сада длиной около 150 метров. Затем построили корпуса здания. В дальнейшем приступили к постройке лестницы из того же гранита и установке чугунных перил на платформе. В газете «Советская Абхазия» того времени писали: новое здание пассажирского павильона на платформе Бараташвили приближается к концу. Уже закончено возведение основного корпуса, сделана крыша, потолок, заканчивается строительство длинной балюстрады вдоль всей платформы и большой каменной лестницы, выходящей на улицу Ленина. Все здание облицовывается белым известняком. По фасаду внутри здания выполняются лепные работы. Лестницу украсит фонтан, асфальтируется площадь перед платформой и вся платформа до тоннеля. Строительство проводится ударными темпами. Бригада Тронева, строящая балюстраду, ежедневно выполняет нормы на 300 и более процентов. Бригада штукатуров Кулика, работающая по отделке потолков, выполняет задания на 250%. Так писали в газете. 7 ноября, 8 часов 45 минут утра, к перрону вновь выстроенной платформы подошел первый поезд. Среди прибывших пассажиров было много курортников, приехавших на отдых и лечение в сухумские санатории и дома отдыха. Железнодорожная платформа ГУМА как будто присматривает за нашим городом. Расположена на такой возвышенности. Старые жители даже говорят, что когда-то здесь был косогор, такой пригорочек. И потом на имеющейся вот этом объеме выстроили вот эту платформу. Лида, скажите, пожалуйста, вот с точки зрения архитектуры, что это за форма и какой стиль ее? Так как это здание построено на возвышенной части, вот передний фасад здания выполнен в виде первый этаж в виде подпорной стены. К зданию предусмотрены главные лестницы, двухмаршевая лестница, парадная средняя лестница, которая украшает подъемы в это здание. Значит,
стена подпорная выполнена в виде кладки имитирующая квадровую кладку. Квадровая кладка, она выполнялась из натурального камня, отесанного в виде параллелепипеда, и придавала фасаду фактурность. На лестнице мы видим очень прекрасные перила с балясинами в виде цветков лотоса. Балясины, они в переводе означают гранатовые цветы. Вы сейчас сказали о вот эту как бы цоколь, да, нижняя часть. Да, нижняя. А вот скажите, что за материалы, какие это камни? Что это? Серый гранит, очень плотный материал. Мы видим даже фактуру на фасаде. Очень красиво смотрится фасад, но не отесанный камень. Перила украшены вазонами в форме древнегреческих вазонов выполнены. И мы подошли прям к самой характеристике. Что это за стиль? Античные вазоны, но да. это какое-то подражание, да? Все это выполнено в стиле сталинского ампира. Это было лидирующим направлением во время строительства этого здания. Основной характеристикой было показать величие страны. И брали все красивое, все величественное архитектурного стиля классицизма и других направлений в архитектуре. Классицизм это образцовый означает в переводе. Все образцовое брали, чтобы показать мощь, роскошь, богатство архитектуры. Перила лестницы выполнены в форме балюстрады и украшены декоративными вазонами, которые пришли в классицизм из античности. Форма люнета часто повторяется в элементах здания. Это остеклененные проемы над входными дверями. Также в интерьере над прямоугольными проемами в виде выступающего рельефного рисунка полукруга. На первой площадке главной лестницы мы видим нишу в виде полукруга. Эта деталь называлась люнетом. В переводе с итальянского это луна, форма луны, изображение формы луны. Люнет – арочный проем в стене, ограниченный снизу горизонталью. В нишах часто изображались барельефы и другие виды декора. В данном случае здесь был фонтан и декоративный элемент в виде цветка фонтана. Лида, мы стоим у основного здания, и оно, конечно, очень красиво, имеет свои собственные пропорции. Здание состоит из нескольких частей. Общий зал, состоящий на фасаде из аркады, два боковых зала с галереей закрытых и две пристроечки. Аркада, устроенная на фасаде, выполнена в стиле итальянской, римской архитектуры. Она была характерна в эту эпоху Древнего Рима. Какой ордер или какой стиль имеют эти колонны? Колонны выполнены, в стиле ионической капители. Ионическая капитель показывает в первую очередь форму спиралей. Под карнизом устроены дентикулы. Это зубчики в переводе означают зубчики. Это декоративное украшение. Дентикулы – ряд прямоугольных выступов, расположенных в виде орнамента на карнизе здания и выполняющих роль декора. Карниз украшен молдингами. И далее на перекрытии предусмотрены такие очень красивая аркатура из балясин, перекрытая балкой. Далее над карнизом мы видим балюстраду в виде ограждения. На самой крыше. На самой крыше мы видим балюстраду. А вот тут еще под карнизом мы наблюдаем архитектурные розеточки такие, да? Да, мы наблюдаем архитектурные розеточки. Это древние тоже декор, применялись в античности. Эта розетка, это в переводе роза, имела свое значение. Распустившийся цветок
розы. Лида, нижние балясины, нижняя вот эта балюстрада, в качестве балясин здесь какой-то цветок. Предположим, что это цветок бутон лотоса. Да, они вот символически, они похожи на цветки лотоса со стеблями. И вот как бы внизу волна, стилизованная волна Да. показывается. Так вот можно, если присмотреться, определить характер, мотив. Лида, что такое стилизация? Стилизованная. Мы часто с вами употребляем это слово. Да, стилизован. Стилизация – это упрощение и подражание, да? Стилизация, значит, это упрощение, это, значит, вот эти элементы когда-то вот носили другую функцию, где-то конструктивную функцию, где-то декоративную. И вот в данном случае здесь вот декоративная функция выражена. Лида, на входе нас встречают, в главном входе, две колонны с уже знакомым нам с вами кессонным перекрытием. Расскажите нам об этом. Арка входа выполнена в виде архивольта. Архивольт – это наружное обрамление арочного проема, которое выделяет дугу арки из плоскости стены. Прямо на входе карниз, и я обратила внимание, так как уже очень этим увлечена, овы. Овы, да, они еще называются ионикой. Ионики или овы в классической архитектуре – это элементы орнамента из яйцеобразных форм. Часто использовались вот в украшениях карнизов, как молдинги, основным элементом капители ионической колонны. Лида, если внизу была квадровая кладка, вы говорите, то здесь с гладкими такими поверхностями кубы. Как бы вы охарактеризовали эту кладку? Это известняковая кладка, не кладка, а отделка стен из пиленного известняка. Этот камень добывался у нас в регионе и очень был доступный. И поэтому как бы считается, что это убранство вот, характерно вот для сталинского ампира. Дорогой материал, обработанный в качестве отделки стен общественных зданий, которые значимые были. Лида, но учитывая то, что это все-таки железнодорожная платформа, со стороны города у нее свой фасад, но со стороны железной дороги вообще-то это считается главным фасадом этой платформы. И чем отличаются эти две стороны, на ваш взгляд? Фасад ориентирован на две стороны. В основном вид из города тоже главный считается, и главный вид со стороны платформы. Значит, здесь немного отличается, что здесь устроены вместо колонн полуколонны, которые приделаны к простенкам, и арки с архивольтом. Угу. Значит, капители тут также ионические, и с ионическими деталями. То есть, если с той стороны были колонны цельные, Здесь то с этой стороны полуколонны. полуколонны. Лида, на входе тоже что-то интересное. Такая галерея. Опишите нам ее. Эта галерея, значит, выполнена в виде покрытия из свода с декорациями кессонного типа. Я думаю, здесь они не несут конструктивную функцию, только декоративную. Лида, вот я прерву вас. Если кессонное перекрытие в филармонии было сквозное, то здесь оно глухое, правильно? Оно глухое, как декорированное, кажется, что просто оформлено в виде декора под кессонное перекрытие. А вообще какую-то функциональность несли раньше кессонные? Они как-то сдерживали свод? Кессонные несли функцию перекрытия, они несли конструктивную функцию, держали свод в античности, их выполняли из каменных балок,
поперечно соединенных между собой. Для облегчения нагрузок они в них, значит, заполнялись. Они более легким материалом в этом своде они несут декоративную функцию. Здесь, значит, использованы пилястры, а также с использованием стилизованных элементов ионической капителии. Вот хорошо просматривается спираль и листья лотоса. Очень так стилизованно, простенько изображено на этих пилястрах. И вот у нас стиль основного зала. Что скажете? Зал напоминает, значит, элементы древнеримской зальной системы. Они выполнены в виде в виде аркады с двух сторон. Очень просторные торжественные залы. В помещениях этого зала колонны заменены на пилястре с такой же капителью. Также над прямоугольными проемами мы видим повторение люнетов, которые мы видели у входа на лестничной площадке. Эти люнеты повторяются над карнизами прямоугольных проемов. Полукруг над окнами, их можно тоже назвать люнетом в виде люнета, потому что у них нижняя часть опирается на балку какую-то, как в виде балки выполнена. То есть элемент люнета и в лестнице, и в самом строении, вот так все перекликается. И тот же лотос прослеживается и в изгородях, и на карнизах, и везде повторяет рисунок. То есть все очень гармонично. Самый пострадавший от времени элемент, мне кажется, здесь потолок. Он очень сильно обветшал, но тем не менее выглядит неплохо. Декорация была в виде техники фрески выполнена, также декоративными деталями, рельефными рисунками. Конечно, рисунок фрески уже исчез, но цвета видны. И так обрамление потолка тоже очень роскошно выполнены из декоративных молдингов. И карниз этого плафона, который повторяется еще и на карнизе фасада. А вот эти два плафона, они тоже выполняют, скорее всего, декоративную функцию? Декоративную функцию выполняют. Здесь, видимо, еще были люстры соответствующие, я так думаю. И эти плафоны украшали именно основание люстр. Скорее всего, основание, да? Да. Пол, как ни странно, больше всего сохранился, на мой взгляд. Пол выполнен тоже из различных элементов декора, которые повторяются и на фасаде, и здесь. Здесь мы, значит, видим использование мозаики светлого и темного цвета. В центре зала мы видим очень такой главный атрибут человечества и самой древности – это звезда восьмиконечная. По краям зала повторяется элемент декора молдингов – это бусинки. Еще их жемчужинки называют. Жемчужинки назывались. Геометрические фигуры, прямоугольные формы, ромбообразные формы тоже имели свое значение в античности. Тут также это повторяется. Он был достроен уже с современными архитекторами. Скажите нам, пожалуйста, на ваш взгляд, нет ли диссонанса или гармонично все смотрится уже после этих металлических конструкций? Очень гармонично сочетается стекло с этой аркадой. Мне кажется, современный архитектор смогла не испортить величие этого объекта в стиле сталинского ампира, но в то же время привнесла какую-то функциональность. И по цвету серое с белым очень сочетается. Очень сочетаются стекла, она еще применила с внутренней стороны. Это как бы, когда смотришь снаружи, это как светотень.
и не портит фасад здания. И с внутренней стороны это тоже не портит, я думаю. Это как бы как шторки смотрятся очень красиво, и сочетание цветов подобрано хорошо. Как важно, чтобы вот так объекты вот такого формата получили новую жизнь. Очень важно, да, это очень надо делать тонко, понимать это все, чтобы не испортить архитектуру прошлого. В наше современное время станция не используется по назначению, но содержится в порядке, функционирует только в качестве туристического объекта. На ее территории расположены кафе, торговые павильоны и другие. Ее часто используют для проведения любительских мероприятий, выставок, арт-перформансов и даже концертов. Практика делать из старых, заброшенных и уже не функционирующих вокзалов, фабрик, станций, гаражей, площадки для современного искусства – это давняя и успешная мировая практика. Химла, скажите, как получилось так из такой заброшенного такого исторического объекта сделать вашу культурную площадку? Расскажите нам. Мы с моей подругой и партнером по этому проекту Викторией всегда очень любили это место. Это наше было одно из самых любимых мест в Сухуми. Несмотря на то, как вы сказали, что это была заброшка, мы любили приезжать сюда, просто вот находиться тут, в свободное время. Мы приходили, мы сидели на лестнице, смотрели на город, ведь здесь перспектива на главную улицу страны. Это могло быть или вечером, или даже ночью, потому что здесь пространство, оно было всегда потрясающим, оно нас всегда притягивало. Вот в той стороне, где площадка, где платформа, там большая, вот этот гималайский кедр такой большой, мы под ним любили сидеть. И, конечно же, с одной стороны, как бы оно нас очень радовало, вдохновляло, но с другой стороны, было очень печально, что оно находится в таком состоянии заброшенном. Вы помните, в каком. И вот этой мечты из серии вот бы здесь кто-нибудь что-нибудь красивое сделал, отремонтировал, отреставрировал. Ведь обидно, когда такое роскошное здание находится в таком запустении. И как-то раз в один из вот таких вечеров мы просто решили, сказали, почему бы нам этого не сделать, И мы стали думать, и это вот из серии вот когда мечта, ты ее раскладываешь на план. Мы говорили, так, это вокзал, куда обратиться, к кому обратиться? Мы поняли, что вокзал, естественно, принадлежит Абхазской железной дороге, и мы пошли к руководителю Абхазской железной дороги, чтобы спросить, сказать, мы хотим здесь сделать арт-пространство. Конечно же, как бы это была вот из серии абсолютно невероятного чего-то, но мы мы предложили, чтобы вот мы хотим его сделать, проводить здесь выставки, проводить здесь мероприятия, проводить здесь, музыкальные вечера, поэтические вечера. Конечно же, нам никто не поверил, что это вообще возможно. Ни один человек, кроме нас двоих, не верил в то, что вообще концепция, идея арт-площадки ГУМа на месте заброшенного вокзала вообще реальна. Но мы действительно, мы это увидели, мы это визуализировали, мы понимали, что здесь будет. Конечно, идея, она трансформировалась, то есть это были такие мозговые штурмы, а что будет лучше, как это сделать, и что здесь сделать. Потому что здесь очень много открытого пространства. Да, очень много открытого пространства. Потом, Манана, как вы упомянули сами, мы не изобретали велосипеды, да, и то, что она находилась в таком заброшенном состоянии, эта концепция руин, да, про здание, концепция реновации объектов, она уже давно во всем мире практикуется, и мы, будучи путешествуя в том же Будапеште, мы бывали в Европе, мы вдохновились и поняли, тогда у нас сформировался окончательно проект наш. Мы обратились к молодому абхазскому архитектору, дизайнеру, нашей подруге Мадине Чкотуа, поделились с ней мыслями о том, что мы здесь видим, мы просили ее, максимально сохранив красоту здания, подчеркнув ее, сделать нам концепцию проекта, который только украсит ее, с большой бережностью, потому что это правда, мы очень любим, и это объект историко-культурного наследия, естественно, да. И пройдя все инстанции, пройдя все согласование во всех структурах, проект был утвержден, и уже в соответствии с этим проектом в прошлом году были уже установлены здесь эти конструкции. Которые, как это ни странно, ни в коем случае не поменяли сам интерьер здания, внутреннего помещения, а очень органично слилось
несмотря на то, что это железная конструкция, а это бетонные, кирпичные, скорее всего, внутри. Да, потому что в тот период, скорее всего, из кирпича все строилось. Какие перспективы ждут это здание еще? Потому что я смотрела в некоторых местах, оно пока еще находится в бедственном состоянии все же. Да, Манана, конечно же, здесь много еще работы, и мы все делаем постепенно. Как вот вы увидели, вот мы даже запустили проект без вот этих конструкций, то есть станция ГУМа, культурно-деловая платформа, начала функционировать летом 2021 года. Да. Как вы знаете, здесь есть поддерживающий проект, это фудкорт, вот на территории Перрона, да, фудкорт, это тоже первый в Абхазии, который вот где на небольшом пространстве размещены маленькие кафешки, где можно прийти и вот в этом пространстве, вот на этой территории, не знаю, выпить кофе, поесть сладости, там, перекусить. То есть это все тоже поддерживающее. Когда у нас здесь проходит мероприятие, вы знаете, что ГУМа стала известна уже, да, не побоюсь этого слова, своими красивыми мероприятиями. Мы проводим здесь ярмарки, винные дегустации, красивые выставки. И это поддерживает, то есть человек сюда приходит, например, за покупками на ярмарку в субботу, и он может там пойти выпить кофе, там что-то купить. И вот, например, то, на чем мы акцентируем внимание, и то, что людям западает в душу, это могут быть разные вещи. Я, например, больше всего люблю тут наши вот фирменные проекты. Это, например, завтрак со вкусом или вот этот вечер с виноделом. Такие маленькие проекты, которые мы здесь придумали, они находятся, помогают людям вот в этой вот пространстве какой-то действующей экспозиции или выставки, не знаю, общаться, знакомиться. Людям же чаще всего, вот когда мы спрашиваем, людям запоминаются большие мероприятия, это что-то грандиозное, что мы делаем, это ярмарки, люди очень любят наши, вот одни из значимых проектов, которые мы делали, это 9 мая прошлого года мы сделали реконструкцию вот Дня Победы, и мы привезли поезд Победы с солдатами, якобы вернувшимися с фронта с победой. И у нас здесь были такие народные гуляния, и победные вальсы. Это было просто незабываемо. И было очень много людей, и вот на самом деле вот такие проекты, они для нас очень значимые. Или, например, в прошлом году, летом, перед 26 августа вместе с Домом Москвы здесь был организован концерт Абхазской капеллы государственной на лестнице. И зрительный зал находился внизу, и то есть вот лестница стала вот концертной площадкой. Вот, пожалуйста. Да. Но, судя по всему, камерные мероприятия, то есть совсем маленькие, очень подходят вот этому пространству. Правильно, Хибла? Мне так кажется. Это как бы мое мнение, но все же здесь этому пространству очень подходит классическая музыка. Этому пространству очень подходят вечера поэзии, Манана. Здесь это вот, не знаю, те, кто попадают сюда, можно просто выпить кофе, а можно выпить кофе в таком красивом месте. Мы даже придумали Сухумский кофейный клуб. Приносим сюда свои любимые кофейные пары, и вот в таком узком кругу мы рассказываем ее историю. То есть это может быть кофейная пара из сервиза вашей бабушки, или это может быть там какая-то чашка, которую вы привезли из путешествия. Мы рассказываем и делимся вот этой эстетикой кофепития в таком красивом женском кругу, потому что акцент делаю на женский, потому что и наша команда тоже женская. К нам присоединилась наша подруга, тоже Щерида, и вот наша команда — это 3 молодые женщины, которые вот все мероприятия, которые мы делаем втроем, с помощью всех людей, которые нам помогают и поддерживают. Спасибо вам за это огромное, что вы наш город делаете красивее. Спасибо. Спасибо. Сталинский ампир на территории Абхазии отличается от архитектуры в других регионах постсоветского пространства и создает своеобразный, компактный архитектурный облик, характерный только для городов Абхазии.